Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидемиологическая ситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошедшие сутки выявлено 122 новых случая новой коронавирусной инфекции. При этом на столицу республики приходится 79 случаев. Часть случаев, по 5 случаев, выявлено в Мирнинском и в Нюрбинском улусах, в Горном и Сымтарских районах по 4 случая. Отдельные случаи зарегистрированы в нескольких районах республики. Необходимо обратить внимание на то, что практически во всех муниципальных образованиях республики ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация, и выявленные случаи есть практически в каждом районе. На настоящий момент только что закончилось совместное заседание оперативного республиканского штаба и непосредственно оперативных штабов глав муниципальных образований, на котором главой республики поставлена прежде всего основная задача по принятию административных мер по предотвращению и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Если исходить из позиции в целом сегодня ситуации по санитарно-эпидемиологическому благополучию в республике, необходимо обратить внимание, и на это обратил внимание в том числе и глава республики, основные наши очаги – это корпоративные очаги, соответственно, которые затем перерастают в семейные очаги как таковые. Поэтому вчера было принято решение на оперативном штабе ограничить работу в реальном режиме, физическую работу на основных местах и определить по каждому бюджетному учреждению республики до 50% состава на удаленном режиме. Сегодня главам муниципальных образований необходимо будет проконтролировать как наличие приказов о подобного рода удаленной работе, а также Министерство труда проведет к концу дня соответствующую ревизию приказов относительно всех бюджетных учреждений Республики Саха-Якутия. Соответствующую информацию по тому, сколько и в каком порядке ушли на удаленную работу, завтра она уже будет доложена главе республики и приняты меры, если не будет соответствующего исполнения. Что сегодня позволит сделать удаленный режим работы порядка 50%? Он позволит прежде всего дальше продолжать разрывать наши связи, которые бы могли, посредством которых осуществляется передача и распространение инфекции. За сутки в республике проведено 2525 исследований. Всего с начала эпидемии обработано 533 944 теста. Необходимо обратить внимание, что сегодня главой республики поставлена задача детальной отработки и контроля за соблюдением тех требований, которые установлены в республике. А, соответственно, санитарно-эпидемиологические нормы должны соблюдать все. Это даст возможность снять нагрузку с учреждений здравоохранения. На настоящий момент, как мы и говорили ранее, часть лабораторий работает в круглосуточном режиме. Одно единственное КТ в городе Якутске также продолжает круглосуточную работу. Относительно остальных компьютерных томографов установлен удлиненный режим работы. В медцентре города Якутска впервые третий день исследован способ амбулаторного лечения непосредственно больных ковидной инфекцией. И на настоящий момент эта форма также используется. Иная форма, также оказание помощи на дому, сегодня предполагается для соответственно, лечения республиканской больницы номер 3, там, где у нас большинство пожилых граждан. Спасибо за внимание. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее вас ждет выпуск новостей. Владимир Путин и Сергей Иванов обсудили перспективы алмазной отрасли в условиях пандемии. Студенты Северо-Восточного федерального университета переходят на дистанционный формат обучения. Во время снегопада в столице техника будет работать с раннего утра. Якутдурстрой заявили, что круглосуточная работа пока нецелесообразна.
Президент России Владимир Путин накануне в Москве провел встречу с гендиректором Алроса Сергеем Ивановым. На встрече обсудили вопросы функционирования компании во время пандемии коронавируса. Президент отметил, что ювелирная отрасль оказалась в сложном положении и поинтересовался перспективами. По словам Иванова, с марта 2020 года компании совместно с руководством Якутии и другими органами были приняты меры по ограничению распространения коронавируса. Подготовили медицинскую инфраструктуру к поступлению первых пациентов. Компания инвестировала за время эпидемии уже более 800 миллионов рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины и здоровья сотрудников. Иванов также подчеркнул, что Алроса продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. В отличие от других алмазодобывающих стран, мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах. Что касается инфраструктурных проектов, хотел бы, Владимир Владимирович, поблагодарить вас за то решение, которое было принято несколько лет назад по строительству нового аэропорта в городе Мирный. Мы вышли на модель, при которой аэродромную инфраструктуру финансирует федеральный бюджет, а аэровокзальный комплекс, ТЗК, сети финансируются за счет компании. Это хороший пример такого частно-государственного партнерства, где мы примерно пополам вкладываем с федеральным бюджетом. Мы также сейчас занимаемся газификацией наших северных городов, в первую очередь города Удачный. Это позволит нам перейти с дорогой электроэнергии на собственную газовую генерацию и повысить энергоснабжение, энергобезопасность наших северных районов. В Якутии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Специалисты говорят, что это характерно для текущего периода. Сезонный рост связан с формированием организованных коллективов детей. Такова информация Управления Роспотребнадзора по Якутии. По данным лабораторного мониторинга, на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, аденовирусы и РЦ-вирусы. Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 12 октября вакцинация охвачена более 355 тысяч жителей республики, что составляет почти 37% от общего числа населения. Северо-Восточный федеральный университет полностью переходит на дистанционное обучение. Оно продлится с 14 октября по 1 декабря этого года. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев в связи с ухудшением эпидобстановки. Напомним, с начала учебного года из-за пандемии традиционный формат обучения был организован только для первокурсников учебного заведения. Обучение для остальных курсов проводилось с применением дистанционных технологий. Сегодня в СФУ обучается порядка 20 тысяч студентов, 4 тысячи из них – это первокурсники. Для проведения дистанционного обучения студентам предоставляется возможность работать на нескольких онлайн-платформах. Самая популярная из них – это Zoom. Те, кто имеет доступ к интернету, теперь смогут уехать в районы. Для оставшихся в общежитии студентов будут действовать строгие ограничительные меры. Первокурсники у нас с осени обучались очно, потому что их надо было научить, чтобы они посмотрели, первокурсники, как работает система образования высшего учебного заведения университета. И мы их научили, загрузили все данные их в портал. И сейчас уже у студентов есть возможность уже обучаться дистанционно. Они свои логины, пароли, личные кабинеты получили, где хранятся их материалы образовательные. Это делается во благо сохранения здоровья и студентов, и преподавателей наших. В некоторых населенных пунктах, мы сами понимаем, связь с интернетом не очень-то и хорошая. Есть такие населенные пункты у нас. И по просьбе самих студентов, по заявлениям, мы будем оставлять их в общежитиях, чтобы они жили в общежитиях, обучались дистанционно. Как мы рассказывали ранее, мост через реку Малая Батуобия соединил Мирнинский и Сунтарский районы. Длина его составила почти 200 метров, высота 9. Заказчиком выступила Управдор Вилюй, а возведением занималось акционерное общество РНГ. Как долго нефтяники строили мост и довольны ли их работой заказчики? Обо всем и по порядку. Анна Винокурова. Вместо понтонной переправы теперь двухполосный мостовой переход. Мост через реку Малую Батуобию соединил два района Якутии – Мирнинский и Сунтарский. Он расположился на 1157 километре федеральной трассы Вилюй и стал началом строительства круглогодичной дороги из столицы Алмазного края в Якутск. Строительство моста началось в сентябре 2018 года. Это один из крупных инвестиционных проектов на территории Мирнинского района. Генеральным подрядчиком строительства мостового перехода выступило строительное подразделение акционерного общества РНГ. Несмотря на пандемию COVID-19, нефтяники сдали объект на месяц раньше положенного срока. Мост мы сдали на месяц раньше.
То есть до наступления холодов, до снега, до заморозков. Ну, в принципе, так, как себе планировали. Вот, конечно, в этом году пандемия внесла свой вклад. Если бы не было бы ничего связанного с коронавирусом, мы бы сдали еще на месяц раньше. То есть у нас на самом деле мы строили 2 моста. Это Сосар-Юрях в Сунтарском районе, и вот этот мост здесь, в Мирнинском районе. Сегодня участие в развитии Якутии – одна из ключевых задач акционерного общества РНГ. Независимо от масштаба, социальные инвестиции компании направлены на повышение качества жизни якутян. Только на программу асфальтирования якутских дорог РНГ инвестировала 3,5 миллиона евро. А чтобы асфальтовое покрытие подходило по климатическим условиям Якутии, здесь же установили асфальтобетонный завод немецкой фирмы «Бенинховен». Главное преимущество завода – мобильность. Он может быть демонтирован, перемещен и собран на месте проведения работ. Компания РНГ очень хорошо и качественно отработали на этом объекте. Мы за них очень рады. Специалисты высокого класса. И работы были выполнены непростые, сложные. Монтаж был произведен в кратчайшие сроки. Акционерное общество РНГ – компания с долгосрочными интересами, вся производственная деятельность которой сосредоточена в Якутии. Сегодня в управлении строительного подразделения РНГ более 300 единиц техники. Те, кто пришли на открытие моста через Малую Батовию, смогли воочию увидеть всю мощь транспортного парка нефтяников. Первые машины уже открыли движение по мостовому переходу через реку Малую Батобию. Работой акционерного общества РНГ все остались довольны. А нефтяники, в свою очередь, планируют и дальше участвовать в развитии Якутии. Финансировать проекты строительства, реконструкцию и оснащение социальных объектов региона. Анна Винокурова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Столичные коммунальщики заняты расчисткой улиц от навалившегося за ночь снега. Техника выехала на дороге с 5 утра. Задействовано 33 единицы, в том числе самосвалы, грейдеры, погрузчики и тракторы. Помимо этого ведется уборка и вывоз снега с тротуаров улиц. Рабочие с лопатами сегодня днем усердно трудились на улицах Кирова, Дзержинского и на проспекте Ленина, в том числе на центральных площадях. А внутриквартальные дороги и проезды, дворовые территории и тротуары очищают от снега дворники управляющих компаний. Выпадением у нас обильных осадков коммунальные службы города Якутска переведены на усиленный режим работы. На сегодня, сейчас у нас с ночи уже выехала техника в количестве 5 грейдеров, 2 бульдозеров и 4 тракторов МТЗ. Также у нас порядка 20 подметальных машин. В соответствии с технологией производства работ после грейдера у нас идет сразу подметальные машины. Далее мы это все посыпаем песком и уплотняем. Помимо этого у нас отдельно 6 единиц техники задействовано на подсыпку тротуаров и остановок города Якутска. 5-й юбилейный международный фестиваль народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге собрал более 100 участников из Москвы, Читы, Омска, Японии, Сербии и Молдовы. Идея проведения фестиваля принадлежит певцам и общественным деятелям Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой. Из-за ограничений по пандемии фестиваль «Добровидение» прошел в формате онлайн. Единственными зрителями концертных номеров стали медики Санкт-Петербурга. Музыкальную культуру народа Саха на фестивале «Добровидение» представили вокальные ансамбли из Амгинского района и Якутска. Помимо фестиваля, якутяне приняли участие в записи программы Первого канала «Играй гармонь». Мы не могли перенести этот фестиваль. Прежде всего потому, что в этом году мы его запланировали и проводим как фестиваль, посвященный великой победе наших отцов и дедов, 75-летию Победы. Переносить это было невозможно. Во время этой пандемии мы этот фестиваль посвятили подвигу наших врачей, которые спасают жизни наших и петербуржцев, и граждан всей страны и всего мира, находясь практически во фронтовых полевых условиях. В Санкт-Петербург мы приехали в первый раз в составе нашего коллектива из разных организаций, представители, медики, бухгалтера, экономисты, все любители, которые приходят в вечернее время после работы, приходят 2 раза в неделю заниматься от чувства
любви к песне, к народной песне, к классике, к композиторской музыке. И мы приглашаем всех желающих приходить в такие коллективы, как наш Юрийский Нагор, «Мелодии Узора». А к этому часу у нас вся информация. Спасибо за внимание и всего доброго.